История детской школы искусств номер 1 начинается с 1974 года, когда приказом Министерства культуры Якутской автономной Советской Социалистической Республики за номером 267 от 14 августа была открыта городская детская музыкальная школа номер 2. 1 сентября у деревянного здания собрались любознательные малыши и их родители. Открытие в городе детской музыкальной школы считалось событием необыкновенным и долгожданным. Это было второе учебное заведение в городе, под сводами которого предстояло обучать музыке, игре на различных инструментах и хореографии. К торжественному дню готовились все. Преподаватели волновались, смогут ли увлечь ребят своим делом, влюбить в танец, в музыкальный инструмент, как сохранить интерес ребенка, развить эмоциональную отзывчивость, воображение. Возглавил тогда школу Павлов Николай Гаврильевич. В разные годы директорами были Николаева Дора Федоровна, Сергеев Виктор Владимирович, Мамонтов Александр Федорович, Козловская Татьяна Яковлевна, Петренко Анатолий Павлович, Логачева Елена Валентиновна, Попова Надежда Егоровна. С 2013 года руководителем назначена Ирина Петровна Лас, отличник профессионального образования Республики Саха-Якутия, отличник культуры Республики Саха-Якутия. По всем вопросам повышения качества образования детей, определения новых подходов к разработке предпрофессиональных образовательных программ, сохранения традиций и внедрения инновационных технологий, обеспечения и обслуживания хозяйственной деятельности. По этим и многим другим вопросам помогают директору его заместители. По учебно-воспитательной работе Нелли Юрьевна Наумова, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Научно-методической работе Анжелика Васильевна Жиркова, отличник образования Республики Саха-Якутия. По хозяйственно-экономической Евгений Николаевич Кармадонов. Документооборот – неотъемлемая часть деятельности учреждения. Каждая деловая бумага должна быть оформлена по всем правилам. Успешно справляется с этим специалист, владеющий современными методами работы с документами, Иванова Нюргуяна Борисовна. Деятельность инженера по охране труда Скрябиной Акулины Иннокентьевны, сконцентрированная на сохранении и соблюдении норм охраны труда и техники безопасности, включает в себя санитарно-гигиенические, профилактические мероприятия. Специалист по закупкам – профессия, которая на сегодняшний день является очень востребованной и актуальной. Нужно правильно выстроить стратегию по закупкам, найти лучшего поставщика, провести переговоры. С этим прекрасно справляется Борисов Борис Борисович. Большую помощь в управлении учебно-воспитательным процессом оказывают заведующие отделениями, планируют деятельность своего структурного подразделения, контролируют учебный процесс, работают с родителями. Отделение фортепиано, отличник культуры Республики Саха-Якутия Черепанова Марьям Михайловна. Отделение народные инструменты, Пестерев Валерий Дмитриевич. Отделение струнные инструменты, Митькинова Саргылана Тельмановна. Отделение хоровое пение, отличник культуры Республики Саха-Якутия Антоева Светлана Гавриловна. Отделение музыкальный фольклор, отличник культуры Республики Саха-Якутия Кычкина Зоя Никитична. Отделение духовые и ударные инструменты, Кукаева Виктория Игоревна. Отделение инструменты эстрадного оркестра, отличник культуры Республики Саха-Якутия Пономаренко Татьяна Владимировна. Отделение хореографическое творчество, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Охотина Клавдия Иннокентьевна. Отделение искусства театра Пиева Марина Алексеевна. Отделение общее фортепиано, отличник культуры Республики Саха-Якутия Чемпалова Елена Николаевна. Отделение теория и история музыки Кузьмина Наталья Александровна. Сегодня в Школе искусств 780 учащихся получают дополнительное образование на 9 отделениях, 79 преподавателей и концертмейстеров, 25 работников различной сферы деятельности, 38 учебных кабинетов, концертный зал на 286 мест.
Администратор концертного зала Павлова Елена Сергеевна встречает в год на концертах, конкурсах, лекциях, спектаклях около 6000 гостей, учащихся, родителей. Помогают в сценографии концертов художник и звукооператор. Понятно, что на успешную работу и учебу влияет множество факторов, в том числе, насколько уютно мы чувствуем себя в школе. На посту всегда наши вахтеры, технический персонал, комендант, сантехник, электрик, цветочница, дворник. Всех от души благодарим, и труд нелегкий мы ваш чтим. Христофорова Таисия Семеновна, отличник культуры Республики Саха-Якутия, 39 лет работает библиотекарем в детской школе искусств. Ежегодно пополняется учебный, нотный, методический фонд. Сейчас в библиотеке около 12 тысяч различных экземпляров, из них более 9 тысяч учебных пособий, около 450 изданий методической литературы, 1700 музыкальных энциклопедий, справочников, клавиров. В рамках федерального проекта «Культурная среда» мы получили современные библиотечные стеллажи, удобные и мобильные в работе. Вот уже более 45 лет из окон детской школы искусств города Якутска доносятся детские голоса, где детей обучают игре на различных инструментах, хореографии, фольклору, искусству театра, хоровому пению. Здесь помогают маленькому человечку подняться к высотам духовного богатства и величия, стать гармонично развитой личностью. Преподаватели теоретических дисциплин на своих уроках дают основу музыкальной грамоты, прививают детям любовь к родной культуре и традициям, знакомят с различными стилями и направлениями. Теоретические кабинеты оснащены интерактивным и компьютерным оборудованием, фонотекой, наглядными пособиями. Приоритетным направлением деятельности школы является развитие музыкально-исполнительских отделений, на которых обучается 77% от общего количества учащихся. Дети выбирают свой способ говорить на языке музыки. Им раскрывают тайны фортепиано и скрипка, виолончель и баян, аккордеон и домра, а также балалайка, гитара, флейта, труба, кларнет, саксофон. Старшеклассников привлекают электроинструменты, клавишные синтезаторы, эстрадная гитара. Многие желают освоить эстрадный вокал, а также игру на национальных инструментах – хамус и кырымпу. Музыкальные отделения самые многочисленные по преподавательскому составу и самые многочисленные по количеству учеников. Всего игре на различных музыкальных инструментах обучают 45 опытных преподавателей, а познают азы музыкального исполнительства более 560 учащихся, которые активно принимают участие в школьных мероприятиях, выступают на площадках города, концертах, конкурсах. Все отделения гордятся своими достижениями. Талант, как птица с робкими крылами. Но поддержи, подкинь его слегка, и вот он, взмыв, уже кружит над нами, а вслед за тем орлиными кругами уходит в синеву, за облака. За годы своей деятельности детская школа искусств вырастила поколение юных исполнителей, которые уверенно заявили о себе. Многие продолжили образование в области искусства и культуры. Гордость школы – ее ученики и их победы. Мура Юля, Гарифулина Рената и Чернина Виталина, Шепелева Валерия и Шалбаткин Дмитрий, Павлов Сергей и Усольцева София, Скрыбыкин Сергей, Иванова Полина, Горшунов Михаил, Савицкая Софья, Цкаева Алана и Спектр Анна, Дьяконова Даяна, Слепцова Милана, Каноненко Влад, Борисова Татьяна, Бондаренко Софья, Прокопьева Лена, Николаева Эвелина и Рождественская Диана, Игнатенко Алика, Кот Михаил, Пелецкий Мстислав, Васильев Риволи, Печетов Владимир и Кузнецова Виктория, Дивногорский Дмитрий, Горбенко Артем, Кулинский Алексей, Ли Алина, Шако Алена, Попкова Татьяна, Попова Даяна и другие.
Волшебный мир терпсихоры поражает, а красота танцев завораживает. Когда дети танцуют, это всегда зрелищно и красиво. Балет, балет, как хорошо с тобой парить, и все понятно, и не надо говорить, не надо слов пустых, не надо лишних фраз. Все объяснит кружение рук, движение глаз. Наши хореографы привлекают одухотворенностью и мастерством. К хореографии у детей и родителей особое отношение. Красота танца, яркие костюмы, волшебство движений покоряют. Хореографические коллективы украшают концертные площадки городских и школьных мероприятий. А танцевальные коллективы – неоднократные победители международных, всероссийских, республиканских конкурсов. Это ансамбли «Т-Тим», руководитель отличник культуры Республики Саха-Якутия Осипова Сардана Романовна. «Айкет», руководитель отличник культуры Республики Саха-Якутия Протопопова Ульяна Юрьевна. «Кюлемчен», руководители, заслуженный артист Российской Федерации Соловьев Афанасий Афанасьевич и отличник культуры Республики Саха-Якутия Устинова Юлия Павловна. «Арабеск», руководитель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Охотина Клавдия Иннокентьевна. «Джерен-Бити», руководитель Намдыкова Ольга Николаевна. Монолитное звучание, сочетание народных традиций и классической культуры, всплеск, изящество, способное приводить в восторг публику – это наши оркестры, ансамбли, хоровые коллективы. Оркестр баянов и аккордеонов, руководитель отличник культуры Республики Саха-Якутия Оглоблин Александр Петрович. Оркестр русских народных инструментов, руководитель Погадаев Михаил Александрович. Фольклорный ансамбль «Джурюгы-Хумугум», руководитель отличник культуры Республики Саха-Якутия Кычкина Зоя Никитична. Ансамбль виолончелистов, руководитель Алимова Юлия Борисовна. Вокальный ансамбль «Айла», руководитель отличник культуры Республики Саха-Якутия Попова Надежда Егоровна. Вокальный ансамбль «Искорки», ансамбль мальчиков-фантазеры, руководитель отличник культуры Республики Саха-Якутия Антоева Светлана Гавриловна. Оркестр духовых инструментов, руководитель отличник культуры Республики Саха-Якутия Русских Владимир Игнатьевич. И ансамбль флейтистов, руководитель отличник культуры Республики Саха-Якутия Слепцова Ирина Валерьяновна. Все коллективы школы приобретают уверенность и стабильность, растет репертуар исполнения. Театр. Театр. Как много значит это слово для всех, кто был там много раз. Отделение искусства театра самое молодое. На театральном отделении организована студия «Апельсин», руководитель и преподаватель Пиева Марина Алексеевна. Важной задачей является раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. Ежегодно юные актеры радуют зрителей своими спектаклями, активно принимают участие в конкурсной деятельности. Например, спектакль «Апрель 45-го» стал лауреатом первой степени 4-го театрального конкурса «Арт-форум» в городе Новосибирск. Спектакль «Аистенок и пугало» – лауреат второй степени Международного театрального фестиваля «Третий звонок» в городе Москва. Главные роли – Дивногорский Дмитрий, Липова Валерия, Черепанов Михаил. Гран-при – родительская театральная студия «Соляви» за спектакль «Ляльки» и многие другие конкурсы и номинации. Проектная, методическая, конкурсная деятельность преподавателей достаточно активна. Эта сфера сложная и интересная. Проводятся тематические и методические недели по отделениям, мероприятия по обмену педагогическим опытом, мастер-классы, открытые уроки. Ежегодно преподаватели становятся победителями республиканских, всероссийских и международных конкурсов. За последние 2 года было издано около 20 пособий по различным направлениям и специальностям. Детская школа искусств является инициатором ряда проектов, таких как электронная музыкальная энциклопедия, социальные проекты «Милосердие», «Дети детям», «Северный арабеск»,
конкурсы «Народная мозаика», «Волшебные смычки», «Камертон», «Музыкальный калейдоскоп», «7 нот», «Эстрадная миниатюра», «Играем вместе», фестиваль «Весенний джаз», который проходит ежегодно вот уже много лет, организатором которого является отличник культуры Республики Саха-Якутия Пономаренко Владимир Михайлович. В 2019 году, в преддверии юбилейного года, Детская школа искусств номер 1 вошла в национальный проект «Культура». В рамках федерального проекта «Культурная среда» школа приобрела музыкальные инструменты, оборудование и учебный материал. К 45-летнему юбилею была организована акция «45 добрых дел». Преподаватели приняли участие в акции «Елки добра», поздравили старейших работников культуры, наших ветеранов с Днем пожилого человека, подарили книги, нотные издания в библиотеку, цветы, оказывали помощь многодетным семьям и многое другое. По-разному, но всегда успешно складывается жизнь выпускников. Некоторые продолжили музыкальное образование, избрали музыку и искусство своей профессией. Всего школу закончило 2605 выпускников. Детская школа искусств номер 1 уверенно смотрит в будущее. Молодое поколение преподавателей успешно и плодотворно работает и сотрудничает с опытными профессионалами. Увеличивается количество желающих получить дополнительное предпрофессиональное образование в области искусств.